kadar güzel işlegen ki yazıklar olsun bizim tarihçiler tarafından bu Beybars Kırmoğlu ve onun yanında Kalavun demek Beybars'ın camisini kurgan adamlar gibi adamlar hakkında tarihçilerimiz yazmayı ve Allah kısmetse bekim yazar inşallah. Onu Emil Gayrı Caytan Beybars camisinin nesini gösterir, camisini gösterir. Eskide kalıntıları kalgan ve bu kaç seneler evvel ya, bugün de bekin restaurasyası gitti. Eğer dediğim tarihçiler karışmasa bu şeye, arkeologlar karışmasa, o restaurasyalar ne olacak? Allah göstermesin olmayacak bir restaurasyalar olsa, o şeylerini de biz bütün bozmak da mümkün. O probleması da var. Yani dünyada biz bir özümüz değil, dünyada büyük tecrübe var. Böyle bir tarihi 1288 senesi kurulgan caminin 1288 senesi kurulgan caminin restorasyon yapmak için o devrin camilerin öğrenmek gerek. Sonra restorasyonlara başlamak gerek. Bu bir. İkinci, bizim yazık ki ne pomnişi yok bu yerde. Tünen onun kitabını da az buçuk sayfaladım. O kadar materyal toplamak, o kadar güçlü iş yapmak. Hem de ikinci tom, yani birinci tomu çıktı ya ondan evvel 18. asırın 18. asır ve 1920. seneler. Binlerle menbalar ki haberlerimiz bile yok. Haberlerimiz bile yok o menbalar hakkında. Pek beğendim onu Şevket Kaybulayev'in kritikası. O kadar beğendim ki değil buna. Kritika yapmak gerek. Yani tenkit etmek gerek. Adamlar işini çıkargan kitabına böyle bir osalcasına kolay yanaşsa. O kadar hatalar tapkan. Hem o kadar ne hatalar ki? Haba hatalar. Yazıklar olsun. Çünkü tarihçi degende tarih hakkında bibliografiya yapkanda o kozogunu getirmek gerek. Nenin bibliografiyasını yapar? Filologiyan değil, tarihin bibliografiyası. Ve ince şeylerde haba hatalar. Ben onu asıl aytam bizim talebelerimizge, hocalarımızga ve ilahi. Şimdi bugün de nasıl bir nege siltecekmiz? Yani böyle oldu da gözüm görmedim. Gözlüğüm yok edildi de böyle oldu. Kompüter çalışmadı da böyle oldu. Öyle bir manaçıklar bugün de gelişmez. Çünkü o manaçıklar başka manaçık. Ciddi iş. Специально особенные вещи говорю на русском языке. Специально, да. Обратите, чтобы внимание, если кто-то не понимает, чтобы на это внимание особенно обратили. В русской историографии есть страшные лакуны по истории Крыма. Лакуны и, кроме того, дороги, которые ведут не то чтобы не объективность, а просто в искажении истории. Одна самая главная причина этого, что сегодня не переводятся крымско-татарские, турецкие, арабские, персидские источники, не переводятся, а может быть никак, а может быть вообще, или же мало переводятся на русский язык, или другие европейские языки. И это приводит, посмотрите, к каким фантастическим ошибкам. У нас принято считать, что Крым был работорговым центром. Так? Работорговля шла через Крым, и крымские татары это работорговцы и так далее. Во всех историографических источниках именно об этом особенно останавливается и об этом говорится. 3 года назад вышла книга Зейнеп Оздем, турецкий автор, о экономической и социальной ситуации в Карасу-Базаре 17 начало первой половины 18 века. 3 примера я привожу из этой книги. О работорговле, о невольниках, которые были в Крыму. А эта книга основана на источниках, которые называются Шария и Сиджи. Мусульманский судебник, шариатский судебник. То есть там судебные решения вынесены, и они как бы, совершенно точные факты. Один невольник пишет жалобу судье о том, что его утром не покормили. Идет суд,
который принимает решение наказать хозяина, который не покормил утром невольника. Утром. Второй невольник пишет жалобу в шариатский суд, что ему поручили работу, которую он не хотел выполнять, а его стали заставлять. Шариатский суд принимает решение о наказании хозяина. Третье, самое главное, самое интересное. Невольник пишет в суд жалобу о том, что хозяин умер. Это другой случай, но я эти случаи выбрал. Хозяин умер, и во время, когда делили наследство, ему не оставили наследство. И суд решает, чтобы ему выделили наследство. То есть статус невольника, вот из этих судебников, виден очень четко. Во-первых, он был невольником всего лишь на 7 лет. Во-вторых, у него были такие права. То есть говорить о каком-то насилии, как мы принято у нас это рассуждать, о каком-то там, каких-то убийствах, избиениях, и такого близко не могло быть. Вот из этого все видно. Теперь берем другие вещи. Можно переводить много. Сегодня интересных источников достаточно. Говоря, допустим, о языковедческой культуре Крыма. Вот берем буквально за 800 лет. Недавно я издал этот материал, связанный с кодексом Кумаликусом, который был в Крыму сформирован, составлен в Крыму в 1292 году. Крымско-татарский язык. Вы представьте, когда речь идет в этом словаре о проспине, о наволочке, о вилке, столовой вилке, речь идет о скатерти, которую надо стелить во время еды, и таких мелких сотни вещей, которые говорят об уровне культуры в Крыму в это время. А если пойдем еще дальше, то мы берем книгу, которая вышла в 2014 году, «Материальная культура Старого Крыма», где даются украшения, крымско-татарские украшения 13 века, 13-14 веков. Вы посмотрите, какими инструментами сделаны эти украшения, какие там мелкие детали, какие орнаменты, естественно, золотые и серебряные украшения. Я это почему говорю? Когда мы изучаем историю Крыма, на эти вещи надо особенно обращать внимание и заострять внимание, что Крым – это европейская часть территории, она давно была развита, и хорошо была развита эта территория. Она была не в развалинах, когда в 1783 году присоединяли к России. Эти были не развалины, это было цивилизованное, мощное, нормальное государство. Саул.